Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня у нас для вас приготовлена необыкновенная сказка. Называется «Поспешишь, людей насмешишь». Ох ты. Прям про Кузю. Почему? Потому что ты вечно смешишь. Я? Нет. Ну что же, Тихо. давайте спорить не будем, а будем внимательно слушать. Устраивайтесь поудобнее. Задумала тетушка Черепаха пироги печь. Хватилось? Нет дрожжей. Проснись-ка, Черепахович, полно тебе спать. Сбегай к уме зайчихи, попроси дрожжей. Чего тебе? Сбегай, говорю, к уме зайчихи за дрожжами. Сроду никуда не бегал. Вот сходить могу. Ну ты бы поживей, горе мое черепашье. К чему такая спешка? Недаром говорят. Поспешишь, людей насмешишь. Пока он слезал, пока сунул ноги в валенки, пока надел зипун да напялил на голову шапку, недели как не бывало. Эх ты! Ну чего ты топчешься? Ну шел бы скорее, время-то не ждет. Да вот, кушак засунул куда-то. Ой, не найду никак. Ну так и знала, так и знала. А черепашья суета известна. Пока искали, еще неделя миновала. Черепахович поднял воротник, занес ногу через порог, за ней другую. Дело на лад пошло. Ну смотри, не мешкай, гостей ведь на пироги позвала. Ой, знаю. А посудину ты захватил? Ой, совсем из ума вышла. Подай-ка сюда, неохота возвращаться. Вот был бы тут заяц, он бы живо обернулся, а ты все топчешься на месте, как медведь у пасеки. Подумаешь, невидаль какая. Заяц, прыг-шмык. Вот и вся доблесть. А я, как-никак, хозяин с достатком. Вот куда ни приду, всюду своя крыша над головой. А это понимать надо. Приладив поудобнее посудину за пазухой, Черепахович надвинул шапку на самые глаза и отправился к зайчихе. Ушел. А тетушка Черепаха радуется. Поедят гости вдоволь пирогов вкусных, поджаристых, с капустой, с лучком да с грибками. И занялась приготовлением начинки. Совсем стемнело. Пора бы уж воротиться Черепаховичу. А его нет как нет. Так и не пришлось званым гостям отведать черепашьих пирогов. Вот и день прошел, другой настал. Нет ни дрожжей, ни Черепаховича. Год прошел, другой и третий. Сгинул Черепахович, как топор в проруби. И куда это он запропал? Ну, хоть бы далеко послала, а то рукой подать. Ой, и куда пропал? Прошло еще 4 года. Дай-ка сбегу на околицу, посмотрю. Накинула платок, к двери двинулась. Глядь, Черепахович по улице идет, спешит, торопится, дрожжи в посудине глиняной несет, крепко к груди прижимает, не уронить бы. Ой, ну наконец-то! Не прошло и часу, завернул Черепахович в свой двор, подошел к двери, у порога остановился передохнуть. Отдышавшись, стал перелезать через порог и растянулся во весь рост. Голова в избе, а ноги за дверью. Посудина вдребезги разбилась, дрожжи по избе потекли. Эх ты, скороход! 7 лет нес, так и не донес. Зря только время потерял. Да, говорил я тебе, не торопи, хуже будет. Так оно и вышло. Ведь не зря говорят: поспешишь, людей насмешишь.
Вот поучительная сказка, Кузя, поучительная. Да, согласен. Спешить мы не будем, но спать пора укладываться. Да. Спокойной ночи, друзья. Спокойной ночи. Пока-пока.